36,6. Измерить температуру, продезинфицировать руки и надеть защиту в виде бахил и масок. Такие меры предосторожности стали обязательными для каждого посетителя республиканской клинической больницы. Впрочем, спокойно зайти сюда могут лишь сами медики. Чтобы минимизировать риск возможного заражения, в больнице ограничили посещение больных. Посещение в данный момент по 101 приказу Минздрава Республики Ингушетия ограничение посещений родственниками приостановлено. Чтобы не заразить их самих, для их же безопасности. Поэтому и создали же карантин. Вот с этим я согласен, врачи правильно поступили. Впрочем, такую сознательность проявляют не все граждане, говорят медики. Некоторые считают такую изоляцию ненужной, а слишком нетерпеливые даже проявляют агрессию и создают конфликтные ситуации. У нас были случаи, когда пытались нас и побить, и оскорбляли. Все это мы здесь терпим, переносим. Очень сложно, конечно, в этом плане. Но мы держимся, стараемся. У нас есть подмога, вся больница с нами, все врачи, все мы работаем коллективно. Коллегиальность соблюдается в случае необходимости, если есть какой-то больной или родственник, который все-таки настаивает на том, чтобы его посмотрел той или иной специалист, хотя он мог бы пройти это же обследование в условиях своей амбулатории либо поликлиники. Врачи идут навстречу, они спускаются, консультируют, смотрят, объясняют. Ситуация ныне такова, что проще предупредить распространение вируса, чем потом пытаться остановить его победное шествие. Несмотря на то, что очевидного повода нет, профилактика необходима. В мерах безопасности в республиканской клинической больнице даже ограничили всю плановую госпитализацию. Помощь будет оказываться только экстренным больным. Это как экстренная помощь, имеется в виду инсульты, инфаркты, травмы различного характера и острая хирургическая патология, естественно, этим больным с этими заболеваниями будет оказано. Остальных мобильных пациентов по приказу Минздрава маршрутизировали в республиканскую поликлинику. Всего в РКБ около 300 мест. Из них ровно половина коек в экстренном случае могут быть использованы для пациентов, находящихся на карантине. Такую же готовность показывают в Сунжинской районной больнице. Руководство медучреждения сделало объявление населению города и, учитывая ситуацию, предупредило жителей, чтобы приходили в больницу только при крайней необходимости. К большинству больных выезжают на дом, естественно, во все необходимые экипировки. Приготавливаем вот такой набор для обслуживания врача, для того, чтобы он мог защитить себя. В комплект входят перчатки, очки, маска, шапочка и одноразовый халат. С этим, как говорится, формой он едет на дом, осматривает этого больного. Это как бы защита себя и защита, конечно, больных. Под карантином в городе сидят 42 человека. Часть из них уже вышла из домашней изоляции. Врачи регулярно осведомляются об их состоянии по телефону и очень просят в целях профилактики оставаться дома. В случае необходимости к ним приедет карета скорой помощи. Для последних выработан свой алгоритм действий по выявлению коронавируса и дальнейшей тактики в работе с пациентами. Первое, что им предстоит узнать, был ли человек за рубежом. Скорая название. Кашель сухая, влажная. А вы откуда-то приехали или где-то были? При малейшем подозрении на коронавирус для фельдшеров обязательно спецэкипировка. Перчатки, белый комбинезон, на лице не просто маска, а специальная с фильтром для дыхания. Пока надевать ее всерьез медикам не приходилось. Обычные вызова. В такое время у нас это бывает ОРВИ. Как обычно вызовы, ничего такого, чтобы сказать, что страшного, ничего такого нет. Сегодня всем гражданам рекомендовано вести себя наиболее осмотрительно, использовать индивидуальные средства противовирусной защиты, соблюдать гигиену и избегать людных мест. Число заразившихся по всему миру превысило отметку свыше 470 тысяч человек. Количество смертельных случаев составляет около 22 тысяч. Шарадат Хулхоева, Магомед Дидигов, Новости 24.